Вековые Кораны, филигранные пояса и уникальные фесы, старые фотографии – это семейные реликвии, которые бережно хранятся в крымско-татарских семьях. Ежегодно десятки крымских школьников представляют их на конкурсе «Айледигерликлера» – семейные реликвии. Конкурс проводится 15 лет и уже 9-й раз при поддержке Министерства образования. Учредитель и главный организатор «Айледигерликлера» Зарема Хайрединова, которая за столько лет собрала целый виртуальный музей из детских работ. Ана тілінде азырланған видеороликлер, презентациялар біздің виртуаль сайтымызда, виртуаль музейімізде топлана. Ве евде сақланып қалған ядекерліклар, фоторесімлер, құраннар, чешет эшиялар. Олар шу сайттан, біздің сайфелерімізден бүтін дүнияға халқымыздың тарихыны ве мәдениетіні таныталар. В этом году на конкурс пришло 45 работ, 17 из них прошли в финал. Это работы в 3 номинациях: история родного города или села, история семьи в фотографиях и дневниках, а также сокровища сундука. Школьники со всего Крыма презентовали свои работы онлайн. Балаларың ишлеріне ел бөле бір не дейм сақынып беклейміз ке, бекім енді біздің мерақыландырacak ya da біздің шашырacak бір іш тапылмaz. Ama illeки öyle bir işler tapıla tarihimizin beyaz lekelerini açmağa ve pek çok bir meraklı faktlarını ortaya çıkarmağa ve ilmi dönümge kirsetmege imkan verir bu yarış. Чаще всего участники представляют историю своей семьи в фотографиях, которые берегут в каждом доме. Но немало и уникальных реликвий, сохранившихся головных уборов, украшений или старинных Коранов, которые представляют особый интерес для специалистов. Не всегда это можно, скажем, в полевых исследованиях найти все абсолютно уникальные экспонаты. И благодаря таким конкурсам мы имеем такую возможность. Это инжелифес, так называемые фески, которые вышиты полностью из жемчуга. А тут ее уникальность, даже среди тех экспонатов, которые у нас есть, то, что там есть, вот, он еще украшен золотыми монетками. В каждой детской работе история семьи, а иногда и целой династии. Зачастую истории трагичны, как и история народа. Многие реликвии пережили годы войны и ссылки, поэтому особенно дороги. В 3 номинациях жюри конкурса выделило 1-е, 2-е и 3-е места. В номинации «История родного села» 1-е место заняла Мелек Муслединова. В номинации «История моей семьи» лучшей стала работа Мустафы Сулейманова. В номинации «Сокровища сундука» победителем стал Усейн Усеинов.